ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Жертвы мошенников подали в Ухтинское отделение МВД больше 70 заявлений за 3 месяца текущего года. Методы злоумышленников уже можно назвать классическими. Тем не менее, на них то и дело попадаются доверчивые горожане. Как правило, свои деньги через терминал они переводят псевдоследователям и представителям ГИБДД. Именно ими представляются преступники, рассказывающие о родственниках, попавших в беду. Не становится меньше и банковских работников, сообщивших о блокировке карты. Сказали номер, считайте, лишились всего, что есть на счету. То же самое проделывают на сайтах купли-продажи и в различных магазинах. Кажется, покупатель хочет перевести вам залог, а в итоге обчистит вас за считанные минуты. С приближением лета проснутся и владельцы домиков у моря. Люди захотят покупать там путевки со скидками. Ну и, допустим, в интернете находят там отель какой-нибудь там в Крыму, там в Краснодарском крае, там хорошая цена. Ну, и начнут связываться с работниками отеля. На самом деле, там в большинстве своем данная большая скидка это говорит о том, что, вероятно, все это мошенники. Меры предосторожности просты так же, как и способы мошенничества. Вбейте в поиске первые 4 цифры номера. Если пансионат в Адлере, а номер зарегистрирован в Новосибирске, там, к слову, масса исправительных колоний, то шанс отдохнуть в оплаченных апартаментах будет равен 0. Покупая и продавая что-то в интернете, не указывайте номер своей карты. Ищите другие способы оплаты. И помните, банковские работники не звонят сообщить вам о блокировке. Она происходит только если срок карты истек. Тогда ее просто нужно заменить по заявлению в отделении банка, а никак не в разговоре с мошенником.